Всем здравствуйте! С вами Варган 74, меня зовут Максим Тамонов, и это значит, что время пришло поговорить о варганах. И сегодня на повестке дня у меня обзор на очень классный, очень дорогой моему сердцу инструмент — норвежская мунхарпа. Дело в том, что один мой ученик задался целью записывать варганную музыку и попросил меня выбрать лучший высокочастотный мелодичный варган для записи мелодий. И я посоветовал ему как раз вот эту мунхарпу. Досмотри этот обзор до конца, и ты поймешь, почему я считаю, что данный варган — это идеальный выбор для игры мелодий. Рассмотрим инструмент поподробнее. Варган поставляется вот в таком деревянном футляре с очень простой системой крепления. Внутри вот такой маленький красавчик варган. Длина его всего 7,5 сантиметров, ширина около 4 сантиметров. Маленький вот такой язычок, очень тоненький, с маленькой конусностью. Обратите внимание, он узкий у основания и еще более узкий у загиба. И непосредственно сам загиб. Коленце язычка 1 сантиметр с небольшим. Загиб выполнен тоже весьма эстетично. Вот такое кругленькое, аккуратненькое колечко, гладенькое, заполированное. Все, как я люблю. Прям идеально для игры мелодий. Почему именно норвежская мунхарпа? Начну издалека. Варган, лично для меня, является народным музыкальным инструментом с обширной и с очень глубокой традицией. И у каждого народа варган заточен именно под их музыку. Например, якутские хамусы заточены под якутскую музыку. Они большие, кованые, с мощной массивной рамой, с массивным язычком, с большим коленцем. И звук у них тоже такой громкий, рельефный, с трескучестью, с такой бархатистостью. Потому что якуты играют в тембрально-ритмическом стиле. Хотя они также играют мелодии. Норвежцы, как и многие европейцы, играют в мелодическом стиле. Вообще считается, что у Норвегии одна из самых богатых и вообще самобытных мелодических традиций. У них много красивых, вот именно их национальных норвежских мелодий, с красивой композицией, с очень интересной нестандартной ритмикой. И норвежцы ценят именно чистый звук, звонкий звук, с чистыми, звонкими, открытыми и закрытыми обертонами. И исторически сложилась именно вот такая форма инструмента. Обратите внимание, это инструмент кованый. Да, он очень маленький, но сделан он на наковальне. И я вам скажу, что сделать такой инструмент задача нетривиальная. Обратите внимание, как здорово у этого варгана сведены зазоры. Вот так вот сделаю на контрасте с лицом. Ага. Зазоры очень узенькие, очень ровные, параллельные на протяжении всей рабочей части дека. Вторая фишка этого инструмента характерна исключительно вот для норвежских мунхарп. Это крепление язычка в корпусе. Оно осуществляется за счет вот такой проушины. В эту проушину вставляется язычок и заклинивается. Такое крепление обеспечивает очень ровное сведение зазоров именно вот в горизонтальной плоскости. Так что язычок очень четко ходит в плоскости зазоров, и
дает равномерный звук что при ударе на себя, что при ударе от себя. Давайте я продемонстрирую звучание, сыграю вам несколько мелодий, как сумею, а потом расскажу свое скромное мнение. Итак, поехали. Итак, это были мои импровизации на норвежском мунхарпе. Ставьте палец вверх, если узнали некоторые русские мелодии. Если не узнали, ничего страшного, я не волшебник, я еще только учусь. И, честно скажу, нахожу это занятие весьма интересным, потому что игра мелодий очень здорово прокачивает вот эту голососвязочную систему и дает понимание того, как вообще работает управление звуком на варгане. И впоследствии вообще обогащает ваш репертуар и прокачивает ваши исполнительские навыки. Почему я считаю этот инструмент одним из лучших вообще в мелодической линейке варганов? Ну, здесь все довольно просто. Норвежцы впереди планеты всей
по игре мелодий. Ну и по изготовлению мелодических варганов, наверное, тоже. Вот такая форма варгана, она исторически сложилась, кристаллизовалась и подходит лучше всего именно для исполнения мелодий по нотам, ну, либо на слух, кому как больше нравится. Что примечательного в этом варгане? Прежде всего, это тяжелый кованый корпус. Его весьма удобно держать в руках. Варган очень сбалансирован. По части вибраций я практически не ощущаю никаких паразитных вибраций, от которых бы у меня уставала челюсть или удерживающая рука, что очень важно. И могу полностью сосредоточиться на обертонах. Это вот именно фишка практически всех кованых варганов. Второй момент. Варган дает действительно очень чистый звук. Чистый в плане отсутствия каких-то лишних призвуков, жужжаний. То есть открытые и закрытые обертоны, как вы могли слышать, звучат очень-очень гармонично. И я могу на слух четко выделять нужный обертон, что важно как и в процессе обучения, так и в процессе непосредственно исполнительства. Основным камнем преткновения для исполнителя является очень чувствительный язычок, чувствительный к точности удара и очень узкие зазоры. Играть на таком варгане необходимо пальцем, либо кистью, желательно на себя. Это дает наиболее выразительный и, повторюсь, чистый мелодический звук. Если вы попытаетесь на этом варгане играть по-якутски или очень размашисто европейским боем, скорее всего, у вас ничего не получится, особенно если говорить про якутскую традицию, потому что данный варган под якутскую традицию не заточен. Но зато на этом высокочастотном варгане можно очень здорово импровизировать, выделяя красивые обертоны. Даже если вы только начинаете играть на варгане и еще не планируете играть мелодии, я все равно настоятельно рекомендую вам иметь в своем арсенале хотя бы один такой инструмент, потому что на этом инструменте очень здорово тренировать слух и мышечную память. Дело в том, что для игры на варгане важно развивать управление гортанью, голосовыми связками. Это довольно специфическое, довольно, я бы сказал, медитативное и очень интересное занятие, которое требует соответствующий инструмент. И данный варган совершенно точно для этой цели подходит. Поэтому, если вы продвинутый варганист и вы хотите расширить свой репертуар, возможно, или прокачать свои исполнительские навыки и дополнить свои наигрыши мелодической линией, но не знаете, с чего начать, начать нужно именно с приобретения хорошего варгана, который бы вместо жужжания и треска выдавал бы вам красивый мелодический звук. Данную задачу этот варган прекрасно выполняет. Говорю это как счастливый владелец двух мунхарп. Регулярно на них играю, испытываю невероятное удовольствие каждый раз. И самое главное, это позволяет мне прокачивать вот этот очень тонкий, очень эксклюзивный навык игры мелодий. Повторюсь, если вы новичок и ничего не знаете про мелодическую традицию, возможно, придет время, когда вам захочется играть обертоны, и вот обратите внимание на вот этого красавчика. Замечательный варган. Что ж, на сегодня все. С вами был Варган 74, меня зовут Максим Тамонов. Это был обзор на норвежскую мунхарпу. Подробности о данном варгане вы можете узнать по ссылке в описании, либо если свяжетесь со мной вот по этому QR-коду. До новых встреч в эфире. Играйте на хороших варганах, любите хорошую музыку, будьте здоровы. Всем варган, всем пока.